Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 50 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 127-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного, цивилизованного, демократичного мира российскому фашизму, российскому авторитаризму и клептократизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес, +3 80 67 63 46 130 — это наш номер телефона. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше людей смогут увидеть наши новости и программа, а это очень важно для той информационной войны, которую мы сегодня ведем против российской пропаганды и лжи. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте с АТР. Ну а этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Украинская власть имеет реалистичный план, способный изменить ход войны, и поделилась им с партнерами. Об этом заявил журналистам в Мадриде премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон, отвечая на вопрос об объявленных Владимиром Зеленским планах победить уже в этом году, сообщил, что оптимистично оценивает способность Киева, а также напомнил о своем неожиданном приезде в Киев за неделю до саммитов G7 и НАТО. Цитирую: «Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у Зеленского украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать вам, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась». Конец цитаты. Напомню, что в испанской столице Мадриде в эти дни проходит саммит Североатлантического альянса, на котором представители стран НАТО в своей новой стратегической концепции до 2030 года определили Российскую Федерацию главной угрозой Альянсу. Эти и другие вопроси ми обсудимо з Олександром Левченко, дипломатом, заступником постійного представника президента України в АРК 2006-2007 та надзвичайний повноважений посол в Республіці Хорватія 2010-2017, в Боснії та Герцеговині 2011-2017 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Витания, доброго дня. Доброго дня. Ну что ж, Борис Джонсон сказал, что оптимистично оценивает планы Украины закончить эту войну до конца года. Джонсон что-то знает. Как вы понимаете такое заявление? Ну, это пожелание премьер-министра украинской армии. Это желание высказал и наш глава государства. Украина не заинтересована, чтобы конфликт длился очень долго. Естественно, мы желаем, чтобы наши земли были деоккупированы как можно более короткое время. Но сейчас ситуация на фронтах тяжелая из-за того, что тяжелое вооружение вовремя не поступало на переднюю линию обороны. После наших дискуссий с нашими партнерами в Европе, в НАТО, в Евросоюзе, мы убедили их, что без этого оружия относительно быстро закончить эту войну будет невозможно. Мало того, есть риски, опасность того, что российские войска могут продвигаться дальше вглубь украинской территории, используя преимущество в тяжелом вооружении в 5, в 6, а в ствольной артиллерии в 10 раз. Поэтому эта опасность над Украиной, соответственно, переходит на опасность на европейские страны. Россия не раз говорила, что следующей мишенью может быть государство Балтии, Польши. На российском телевидении много раз заявляли о том, что российская армия готова к походу до Ла-Манша. Это значит дальше Польши, через Германию, Бельгию, Францию, в сторону Великобритании. То есть практически оккупировать собирается половина Европы. Поэтому не лучше ли Европе сейчас помочь Украине тяжелыми вооружениями и дать огромную финансовую поддержку в эти тяжелые времена, которые переживает украинское государство вследствие
российской агрессии. Студия. А вы считаете, что вот нынешняя поддержка, которая есть как в военно-политическом плане, военно-техническом, дипломатическом, она недостаточна для этого, для победы Украины? Военно-политическая поддержка есть, присутствует. Вы знаете, что за нее мы боролись. В первый месяц мы ее получали очень мало. Но одними политическими заявлениями на фронте не победишь. Поэтому нужна реальная поддержка военно-техническая, нужна реальная поддержка финансовая. Она сейчас пошла в сторону Украины. Но мы еще раз подчеркиваем, что, может быть, ее лучше еще усилить. Мы говорим о том, что нам нужны и боевые самолеты, такие как F-15 и F-16, потому что у России господство в воздухе. Нам нужны больше противоракетных систем обороны, потому что Россия просто расстреливает украинскую территорию подло, цинично. И для этого нам нужны новые системы обороны противоракетной, да, и, собственно, противовоздушной обороны. Студия. Ну вот некоторые представители западного истеблишмента говорят вот в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения, говорят о том, что не хотят, чтобы эта война перешла на территорию Российской Федерации, и именно поэтому они вот таким образом объясняют то, что вот ряд оружия, которое мы требуем, те не дают. Вот если бы вам пришлось убеждать наших западных партнеров в необходимости предоставления именно этого тяжелого вооружения, что бы вы им сказали? Как бы вы аргументировали? Ну, нужно понимать, что это современная война, слава богу, она конвенционная. Поэтому, если у вас есть оружие, которое стреляет как можно дальше, с этим оружием вы можете побеждать в этой войне. Россия использует ствольную артиллерию, которая фактически уничтожает украинские позиции издалека. Поэтому нам нужна артиллерия, которая может еще с более дальнего расстояния, и ракетные системы могли бы уничтожать противника здесь, на территории Украины. Нам нет интереса входить на территорию Российской Федерации. Это огромная страна, что нам там делать? Наша задача номер один — деоккупировать собственные территории, вернуть и государственное правовое поле Украины. Поэтому все эти рассказы о том, что может быть и так далее, они беспочвенны. Ну и я думаю, что многие союзники наши наконец поняли, что от слов надо переходить к делу. Наши воины тяжело борются на этой линии обороны европейских ценностей, отдают свои жизни, и очень много жизней, потому что у нас нет тяжелого вооружения. Отдают свои жизни наши мирные граждане, потому что Россия беспрепятственно бомбардирует ракетами мирные украинские города. Их аргументы абсолютно не есть реальными, они не подлежат логике действий и ситуации, которая сложилась. И такая мотивация опасная, потому что если Украина не устоит, российские войска пойдут дальше на Запад, на Европу. И тогда европейцам самим придется воевать с очень трудным противником, которым является российская армия. Студия. Ну вот есть такая теория, возможно, в какой-то степени она конспирологическая, но мне бы хотелось ее с вами обсудить. Вот некоторые аналитики говорят, что сегодня западные партнеры Украины помогают Украине ровно столько, чтобы она стала непобедимой, но и не победила эту войну. Чтобы Россия не проиграла, но и не победила Украину. Вот что вы думаете по поводу такой теории? В ней есть вообще жизнь? Ну, если есть такие советники в НАТО и в Евросоюзе, они очень опасны. Они фактически за счет Украины хотят ослаблять Россию. Ну, не исключаю, что есть такие теоретики. Мы их уже критикуем, начиная с марта месяца. Поэтому теория истощения России на полях боя Украины
за счет Украины, ну, знаете, это уж слишком. Это уж слишком. Мы платим очень большую цену. И мы предупредили союзников, что эта позиция может быть эгоистическая, даже подлая, если нам давать вооружений ровно столько, чтобы мы только могли хоть что-то защитить на своей территории. Нам нужны вооружения, которые позволят деоккупировать нашу территорию. И поэтому такая политика опасна, она эгоистична, она вредит интересам НАТО, она вредит интересам европейской солидарности. Собственно говоря, когда вступают в НАТО сейчас новые страны, Финляндия и Швеция, они ждут того, что НАТО будет более решительным, что НАТО не будет каким-то союзом, который трусливо будет смотреть на восток, а не пойдет ли российская армия в нападение на какую-то страну, участницу этого альянса. Поэтому, может быть, присутствовать такие теории, о них известно уже несколько месяцев, они несостоятельные, о них мы предупредили Брюссель, Вашингтон, Париж и Берлин, как опасные, как вредные. И еще раз доказываем свою позицию о том, что фронт должен вернуться на позиции 24 февраля сего года, а после этого мирные переговоры с Россией о том, как закончить эту кровавую войну, которую развязала Москва. Студия. А почему до 24 февраля этого года, а не до границ 91-го? Да, боже мой, ну вы должны быть реальными. Видите, ситуация какая, сколько российских войск присутствует на территории Украины, какая техника задействована и так дальше. Вот. Поэтому никто не против того, но надо быть реальным. Как-то эта шапка закидательства, которая была у нас почему-то в наших эфирах, эту информацию, так сказать, предоставляет, она не соответствует действительности. Надо быть реальным. Поэтому это будет очень трудно вернуть позиции 24 февраля. Очень трудно. Это будут огромнейшие жертвы, подчеркиваю, жертвы. Это будет огромнейшее напряжение всей страны. Поэтому говорить о том, что мы там дальше, да слава Богу, если получится. Да, слава Богу, если получится, если произойдет надлом. Пока его не видно, и президент правильно сказал, задача номер 1 — возвращение на границы 24 февраля, а дальше говорим о том, какое будущее Крыма и Донбасса, и о том, что они будут возвращаться политическим путем, ни у кого не возникает сомнения. Студия. А это возможно, по-вашему, вот по вопросу Крыма и Донбасса решить это политико-дипломатическим путем? Потому что многие эксперты по этому вопросу высказывают огромное количество опасений и говорят о том, что если Украина вернется к границам 24 февраля 2022 года, снова будет закреплен этот статус-кво, опять начнутся переговорные процессы, которые могут затянуться на долгие годы. Россия за это время может снова набрать силы и через какое-то время снова наступать. И за это время будет подстегивать наших западных партнеров, чтобы те снимали санкции, которые ввели после 24 февраля 2022. То есть это не несет за собой много рисков? Много рисков несет ситуация, в которой мы находимся. Надо быть реальным. И многим экспертам надо побывать на фронте, либо видеть войну, значит, намного ближе, чем они просто ходят по эфирам и высказывают свои теоретические точки зрения. Я их абсолютно не воспринимаю, потому что видел кровавую войну в Боснии и Герцеговине, в Хорватии, которые, так сказать, боснийский вариант — это у нас в Украине должно погибнуть 1 200 000 человек, а хорватский — это 240 000. Слава Богу, у нас такого еще нет. Поэтому для того, чтобы избежать таких огромнейших жертв и понимать, как происходит деоккупация, у нас есть хорватский опыт деоккупации военной части этой деоккупации и мирной. Вот. Поэтому мы говорим о том, что потом продолжаем эти переговоры и готовы сесть за стол переговоров, потому что каждая война заканчивается мирным договором. Но хорватский сценарий, это же, насколько я помню, это военная операция, которая там продлилась чуть больше 72 часов. Да, больше 72 часов эта операция. Но эта операция была на территории, которая не соседствует
с территории Республики Сербия. Это как Винницкая область у нас. Это территория малонаселенная, это территория гористая. И такую операцию можно было проводить за 72 часа. В ситуации по Донбассу и Крыму это абсолютно невозможно. Огромное количество людей живет, огромное количество у нас населенных пунктов и так дальше. Поэтому выйти на рубежи 24 февраля это будет очень трудно, подчеркиваю, очень трудно. И дай Бог, чтобы мы вот к концу года туда вышли, как планирует президент, потому что сейчас заявление есть о том, что, скорее всего, может быть, даже и не получится. Поэтому тем экспертам очень хорошо, так сказать, сидеть на диване и размерковывать о том, что, как, где, что будет и так дальше. Но надо быть более реальным человеком, и опасности, которые несет Российская Федерация, и дальше, что они еще могут придумать, нам еще, так сказать, придется столкнуться с этим. Поэтому никакое не шапка закидательства, а тяжелая повседневная работа. Это тяжелые бои сейчас на линии, прежде всего на Донбассе, Харьковщине и в районе Николаева, Запорожья и Херсонщина. Так что это еще мы держим оборону и еще, к сожалению, пока отступаем. Для того, чтобы наступать, нужно иметь перелом и преимущество в тяжелом вооружении. Я думаю, в сухопутном плане и в количестве войск это возможно компенсировать. Но опять же, подчеркиваю, переход к наступлению будет требовать куда больших жертв и, так сказать, потерь личного состава. И украинская армия готова к этим жертвам, к этой борьбе, как и украинский народ. Но, подчеркиваю, все это будет достигаться большой ценой. И, в конце концов, естественно, нужно будет садиться, какую цену готова заплатить и Россия, и Украина, с тем, чтобы вернуться к статус-кво, а потом уже переговаривать о том, как мы будем решать ситуацию. Ну, итальянский план предусматривает, что Донбасс и Крым будут автономией в составе Украины. Студия. Ну, а как вы думаете, вот те санкции, которые сегодня введены в отношении Российской Федерации, они помогут решить вопрос Крыма и Донбасса политико-дипломатическим путем? Санкции очень такой ограниченный элемент, чуть-чуть помогает, но, собственно говоря, с самой политикой санкций решить много вопросов не удастся. Не удастся. Ну, даже нужно жестко разговаривать с врагом на линии фронта. Если у нас там будут успехи, тогда куда все быстрее пойдет, тогда куда быстрее и переговорный процесс начнется. Санкции нужны как дополнительный невоенный компонент давления на Москву. Дополнительный невоенный компонент, подчеркиваю. Они не несут какого-то решающего характера, но они наносят вред финансовому и экономическому положению Российской Федерации, которым нужно будет дополнительные средства для компенсации тех потерь, которые будет нести российская экономика от этих санкций наших западных союзников. Студия. Но вы наверняка следили активно за саммитом НАТО, который проходит в Мадриде. Но вы увидели готовность у стран-членов Альянса предоставлять нам это тяжелое вооружение и быть рядом с Украиной до конца? Готовность есть, но ее, опять же, наших партнеров нужно подталкивать постоянно. Постоянно приглашать сюда, пусть посмотрят, что происходит с разрушениями в Украине, которые несет российская армия, эти бомбардировки ракетные и так далее. Когда они увидят и попадут под ракетный обстрел в Киеве, я думаю, быстрее они будут принимать решения по противоракетной обороне и противовоздушной обороне. Понимаете? Поэтому это не так все просто. Есть генеральная нам поддержка, а конкретно это повседневная работа, это аргументация украинской стороны, это работа наших посольств, это работа наших дипломатов. Очень хорошо, что в эту работу включен непосредственно глава государства наш, который авторитетный в западном мире политик, и к его мнению уже стали все прислушиваться. Плюс
Линия, которая идет дальше, это парламентарии, это правительственная, межправительственная коммуникация, ну и, конечно же, на уровне МИДа и посольств. Этот синергетический переговорный процесс с нашими союзниками может дать успех в том понимании, что НАТО более решительно будет поддерживать Украину. Более решительно. Это очень важно, чтобы это время не оттягивалось и тяжелое вооружение как можно быстрее, в большем количестве прибывали на нашу территорию. Студия. И, пане Олександре, последний вопрос к вам, как человеку с огромным дипломатическим бэкграундом. Сегодня стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту России Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Знаете, что недавно президент Индонезии был в Киеве, встречался с президентом Украины. Сегодня он встретился с Путиным и там на брифинге сделал такое заявление. Вот что может содержаться в таком послании вообще? Как это происходит? Ну, вы уже поняли, что никто не озвучил, что было в этом послании. Поэтому я спрашиваю вас, как у человека, который хорошо разбирается в дипломатии. Да, может быть очень сложные вещи, да, всяко может быть. Что-то передали на словах непосредственно, потому он сам предложил нашему президенту, чтобы что-то передать Путину на словах. Ну, воспользовались этим каналом. Это не решающий канал переговоров. Вообще-то решающий канал переговоров — это тайные переговоры, о которых никто не должен вообще знать. Надеюсь, что такие переговоры ведутся постоянно, понимаете? Потому что общественности не надо знать всех деталей. У нас выскакивают такие диванные эксперты, рассказывают, они о чем-то переживают и так дальше. Значит, не нужно. У нас в исполнительной власти достаточно экспертов, которые могут понять сущность национальных интересов Украины и защитить их необходимым образом. Студия. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагл наше время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Левченко був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, заступник постійного представника президента України ВРК у 2006-2007 роках, надзвичайний повноважений посол в Республіці Хорватія у 2010-2017, в Боснии та Герцеговине у 2011-2017 роках. Традиционно к нашему эфиру присоединяется председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубайров. Рифат ага, селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. Алейкум селям, доброго вечера всем. Вы наверняка слышали последние несколько предложений нашего гостя и даже последний мой вопрос относительно вот того послания, которое передал президент Украины Зеленский Путину через, значит, президента Индонезии, который вчера был здесь, сегодня уже в Москве. Что вы думаете по этому поводу? Что может быть в этом послании? Как вообще происходят вот такие вот переговоры? Ну, чесно кажучи, мені важко уявити, що це може бути в цьому посланні президента України через президента Індонезії, поки що президента Росії Путіну, країні-агресора. Я не думаю, що там є таке в тому посланні, що кардинальне. Дійсно, я тут погоджуюся з паном послом Левченко. Він ще нещодавно був, ну це вже пару років тому, послом Хорватії. Такі канали, вони використовуються більш як підтвердження того, що та чи інша сторона не проти діалогу, і вона використовує керівників інших країн, ну, за їхню пропозицію, щоб публічно продемонструвати, що таке, така наявність і бажання є, але не думаю, я думаю, там є загальні просто пропозиції. Давайте будемо стріляти і сядемо на стіл переговорів. Ну да, действительно, про переговоры как раз, очевидно, идет речь, потому что президент Украины Владимир Зеленский каждый раз, давая интервью иностранным либо украинским СМИ, говорит о том, что он готов на переговоры с Путиным, чтобы завершить эту войну. Вот только со стороны своего визави, Путина в данном случае, никакого фидбэка нет. Очевидно, они на какие-то переговоры идти не хотят.
Я думаю, що в цьому випадку можемо говорити про вже результати реагування на цю пропозицію. Бо я впевнений, що тема російсько-української війни при зустрічі президента Індонезії Джоко Відодо з Путіним в Москві, вона була найголовною темою. Вони про це говорили. Це не просто, щоб було передано якийсь там невеличкий лист, лист з пропозиціями. Я думаю, що вони його обговорили, ці пропозиції. Більш того, вони довго говорили. Я думаю, і це було, до речі, ще напередодні, здається, Пісков сказав про те, що Путін планує детально повідомити, проінформувати президента Індонезії про хід, про причини, як вони вважають, спеціальної військової операції. Так що я думаю, що там пану президенту Індонезії довелося, він був змушений послухати всі ці бредні, які вже протягом місяців слухають всі лідери всіх країн, і лічно, і по телефонах, як скажемо, пан Макрон, президент Франції. Але все-таки по результатах щодо реагування вже була заява. Можливо, поки ви говорили з вашим гостем, була заява президента Російської Федерації по результатах зустрічі, але це його заява, тобто це його оцінки. Я не виписав собі всі його там твердження, але про що він вважає, що був такий прорив, про що вони говорили. Не прорив, а про що вони говорили. Це про пряме авіасполучення з островом Балі. Це для Росії зараз найголовне, бо повсюду літаки російських авіакомпаній, вони не можуть літати, повсюду заблоковані. Це про те, що, мовляв, розбалансировка ринку продуктів, продовольчого ринку у світі, це є слідство, це є наслідок невдалої економічної політики Заходу. Це говорив Путін. Він говорив про те, що оце нове, до речі. Я думаю, що оцей напрямок вони будуть посилювати тепер наступними днями. Путін стверджує, що Російська Федерація залишається одним із мирових виробників господарчої продукції, що вона забезпечує зерном і продуктами майже 160 країн. Це, знаєте, це щось таке трошки нове з такими великими цифрами. І якщо це ще зв'язати з тим, що Путін говорив, здається, сьогодні вранці чи вчора, що, мовляв, що там того українського зерна, всього 5 мільйонів тонн, і це не має жодного впливу на ситуацію у світовому продовольчому ринку. Це зараз виглядає так, що Росія вже розкриває своє справжнє обличчя, навіщо вона блокує всі порти, не даючи вивозити 20 мільйонів українського зерна. Це минулих запасів, а ще цього року буде врожай, який треба десь складувати. І вони нам роблять такі великі проблеми задля того, щоб перехопити ту частину вагому, українську частину світового продовольчого ринку, для того, щоб далі шантажувати, як це вони робили з газом, роблять з нафтою. Оце є і результати переговорів з президентом Индонезии. Ну вот, кстати, по поводу, опять же, зерна, продовольственной безопасности. Вы знаете, что сегодня российские оккупанты убежали с острова Змеиный в результате успешной операции, которую провели вооруженные силы Украины. Правда, в Министерстве обороны России назвали это жестом доброй воли, сказали, что выполнили там операцию и вывели свой гарнизон. Но мы-то знаем правду. Так вот, теперь, после освобождения Змеиного, каковы перспективы разблокировки украинских портов для экспорта украинской продукции? Ну, дивіться, я слідкую трошечки за температурою, скажімо так, в російських всяких пабліках, телеграм-каналах і таке інше.
Я хочу сказати, що бігство російської армії, російських солдат з острову Зміїний, які би там не були би дуже такі поспішні, суетливі такі видоправдання, ну, такою патріотичною, скажімо так, російською аудиторією, вони сприйняті дуже негативно, вони не лякалися, це видно. І багато хто запитує, що тепер, слідуючим Кримом, так будемо теж віддавати і таке інше. Да. Потім десь в день Міністерство оборони Росії спробувало знаходити більш такі, нібито, такі вагомі аргументи, які би відоправдовували бігство російської армії з острову Зміїний. І вони говорили, що дійсно обстріли української армії вони роблять неможливими знаходження, постійне знаходження там гарнізону, і тому задля того, щоб не ризикувати життям російських солдат, вони прийняли таке рішення, але це вже пряме визнання можливостей українських збройних сил, зокрема артилерії. Я не дуже в цьому розбираюся, можливо, там ракет, але знаю, що байрактари приймали в цьому участь в цій операції. Російські військові намагаються стверджувати, що острів Зміїний не має жодного стратегічного такого значення, але одразу українські експерти підняли ті твердження, які були одразу після захоплення острову російськими військами ще в лютому місяці, одразу після 24-го. І тоді вони всі як один говорили, наскільки це важливо, що це ключове таке звіно. Вони намагалися, спираючись на острів Зміїний, контролювати всю навколишню ситуацію, акваторію, і таким чином забезпечити і штурм Одеси, напад на Одесу, і інші міста узбіччя Чорноморського української держави. Я не знаю, наскільки оце звільнення від російських військових впливає на військові такі сфери, але морально-психологічно це, знаєте, у нас піднесення, а в російському суспільстві, яке слідкує за ходом війни, там є просто дуже велике розчарування. І для мене, що головне, в кримських пабліках обговорюється питання можливої здачі Криму з їхньої точки зору. І в цьому обговоренні я відчуваю страх. І це добре. Кстати, когда мы разговаривали с паном Александром... Я не чую вас. А сейчас? Рифатага? Так. Да. Кстати, когда мы разговаривали с паном Александром Левченко, который видел войну как в Хорватии, Боснии и Герцеговине, и рассказывал нам про ужаснейшие просто последствия смерти и так далее, он сказал, что сейчас важно на первом этапе выйти на границы 24 февраля 2022 года и дальше начинать переговорный процесс, потому что военным путем деоккупация Крыма или деоккупация Донбасса может перерасти в очень серьезную, просто кровавую войну. И что именно на этом этапе уже нужно начинать переговоры с Россией. Что вы думаете по этому поводу? Дивіться, 20 позицій на 24 лютого – це означає глибоку поразку Російської Федерації. І тут я погоджуюсь зі всіма, які говорять про те, що відігнання, тобто витіснення чи звільнення окупованих, витіснення російських військ, звільнення окупованих нещодавно територій на материковій частині України, це буде мати колосальне значення, і зрозуміло, що для української сторони це буде зовсім інші підстави для подальших переговорів
Я найголовне, що я ще сподіваюся, не найголовне, а одне з головних, на що я сподіваюся, почнуться дуже такі центробіжні процеси в самій Росії, бо це ж буде поразка ще і особисто Путіна. І тому, як перше завдання, це витіснення, вичавлення російських військ за межі Донбасу, Херсонської, Запорізької областей. Це обґрунтовано, це об'єктивно обґрунтовано. Але я ще раз хочу наполягати, я не бачу великої розстані між тим, як українські війська підійдуть до Чонгару і десь там на тижні довгі або місяці вони там зупиняться. Це буде дуже здійснюватися миттєво. Це може бути тиждень, це може бути якісь дні, бо це будуть процеси, коли ті, хто тоді буде очолювати те, що тоді буде уявляти собою Російську Федерацію, можливо, ще буде Путін, якщо його на той момент не скинуть, бо це буде величайша така поразка його особисто. Ті люди будуть дуже хаотично і дуже шукати і вихіди, домовлятися із Західом, із українською державою в першу чергу, а позиція Заходу, вона всім відома, так, як скаже Україна. І я думаю, я впевнений, що Україна ніколи не скаже: окей, ми домовляємося, ті частини української території залишаються вам, а тут ми підписуємо перемир'я. Такого не буде, це абсолютно. Высшее политическое руководство Украины рассчитывает выйти на административную границу с Крымом уже к концу этого года. И это подтвердил, в частности, сегодня в рамках саммита НАТО премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда отвечал на вопрос украинских журналистов. Он сказал, что когда он приехал в Киев, встретился с президентом Украины Зеленским, наш лидер поделился планами, и Борис Джонсон оптимистично оценил возможность Украины выхода на границы 24 февраля уже к концу этого года. Это не так уж и долго, мало времени остается по планам нашего руководства. Дивіться, коли я чую такі прогнози, побажання, а то й твердження, як громадянин України, як людина, яка вже більше 8 років не була вдома, був дом окупований, Крим, я радію таким висловлюванням. Але знаєте, що я скажу? І ми дійсно все робимо, всі на своїх місцях для того, щоб це сталося можливим. Але тут я просто знаю, хто це може забезпечити, і тому всі ми, громадяни України різної віри, давайте всі однаково помолимося за Збройні Сили України, за всі наші такі воєнізовані структури, від яких напряму і залежить звільнення українських територій. Це українські воїни, українські офіцери, українські спецслужби, і яких є немало людей із Криму і кримських татар також. Отже, дай Боже, щоб вони були потужними, сильними, щоб їх оминули будь-які біди. І Збройні Сили України сьогодні є гарант того, про що ви посилалися, на ті слова, що ви посилалися прем'єр-міністра Джонсона чи іншого європейського чи українського політика, що ми до кінця року можемо вийти на кордони України, державні кордони України 1991 року. Раз уж мы затронули саммит НАТО, я предлагаю остановиться и подробнее обсудить результаты этого саммита, учитывая, что было принято очень много важных решений. В частности, НАТО определило свою стратегическую концепцию до 2030 года, признав Российскую Федерацию главной угрозой.
альянсу. Альянс решил расширять свои силы на территории Восточной Европы и не только, а также учения на территории Грузии. Жозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, сообщил о том, что они увеличивают свое присутствие на территории Европейского Союза. И вместе с этим мы слышали огромное количество тезисов, заявлений по поводу предоставления нам военно-технической, политической, финансовой помощи со стороны наших западных партнеров. Как вы оцениваете результаты саммита? Насколько они для нас будут нести эффективные последствия, эффективные результаты? Я сьогодні уважно слухав заяву президента Сполучених Штатів Байдена за результатами цієї зустрічі в Мадриді. Я не буду зараз наводити всі ці цифри, країни, але дійсно тотальне посилення НАТО і визнання Російської Федерації країною, яка є країною загрозу для країн НАТО. Це говорить про те, от я хочу якимось чином знайти порівняння, щоб всім було зрозуміло, що сталося взагалі після 24 лютого. От знаєте, таке приличне суспільство, де нормальні люди, увірвався бандит. І цей бандит почав робити все задля того, щоб його примітили і погодилися з його ультиматумом, шантажом. І нарешті він досяг свого. Всі примітили Путіна, Російську Федерацію, і всі тепер виходять з того, що в такому стані, в такому форматі ця держава просто не може далі існувати, що треба знайти такі механізми, які би надовго, дуже надовго гарантували би дотримання всіма державами норм міжнародного права. І це почнеться з Росії. Вона буде обов'язково примушена до повернення межі міжнародного права. Обов'язково буде спеціальний трибунал з розгляду та осудження злочинів і людей, які здійснили ці злочини на території України у ході російсько-української війни. Все, світ взяв цей напрямок. Там можуть бути деталі, там десь, але ж далі все більше, знаєте, з'ясовуватися якісь нові риси, моменти, що будуть характеризувати абсолютно негативно Путіна в його взаємовідносинах з провідними лідерами світу. Взагалі його нахабство, цинізм. Я думаю, що це вчора було, якщо не позавчора, французькі ЗМІ обнародували частку переговорів, телефонного переговорів президента Макрона з Путіном буквально за декілька днів, здається, чи за день, чи за 2 днів до 24 лютого. І там Путін дуже чітко говорить Макрону, що так, навчання, які тоді були розгорнуті на кордонах російсько-українського кордону, включно з Білорусією, на території Білорусі, і він каже, так, і ці навчання завершуються, і війська відходять на свої місця дислокації. Макрон в це вірить, пропонує йому через короткий час організувати зустріч з Байденом, здається, в Женеві. І тут так цинічно Путін каже, ха-ха, ну можливо, але зараз я на тренувці, я поспішаю до гри в хокей. Тобто, нарешті, от на цього бандита не тільки всі звернули увагу, а вже запланували комплекс заходів, як нейтралізувати цього бандита. А тепер Путін може говорити все, що завгодно з президентом Індонезії і там на інших якихось там майданчиках. А тут головна формула, яку, як на мене, знову ж озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вона звучить так, я цитую: «Ми не зважаємо на слова Путіна,
оцінюємо тільки його дії. Тобто Путін вже як лідер, який через свою риторику хотів би впливати на міжнародну політику, він може заспокоїтися. Все, що він не буде говорити, це не буде сприйматися серйозно. Всі у світі будуть оцінювати лише його дії, а вони є кровавими. Ну а как вы думаете, сегодня, вот учитывая все те заявления, которые были озвучены на саммите НАТО, страны Североатлантического альянса имеют вот ту решительность в вопросе поддержки Украины, ее победы, которая вот должна состояться? Они, как вы думаете, сделают все же все для того, чтобы Украина победила Россию? Или все же будут пытаться балансировать между победой Украины и непобедой России? Ну, тут можна було б знову щось говорити довге, але, можливо, я скажу таке від зворотнього, російського від обратного, да, від зворотнього, бо якщо б хтось і думав дуже затягнути цю ситуацію задля того, щоб обезкровити, я не знаю, Україну або якимсь чином спробувати провести якийсь перерозклад сил на міжнародній арені, щоб більш захистити свої інтереси. Такі держави є, я не хочу називати зараз, але ми їх бачили, коли підписувалися газові угоди, і нещодавно, або окремі були сепаратні переговори з Путіном щодо постачання газу і таке інше. Тобто, якщо майже і допустити, що хтось би хотів би от цій кровавій війні, російсько-українській війні, ну так непомітно витаскувати свої каштани, це не вдасться, оскільки Путін, от бачите від зворотнього, Путін не дасть нікому можливості передихнути, чим більше будуть затягувати міжнародні інституції з питанням примусового примушення Росії до виконання нею норм міжнародного права, тим більш актів агресії можуть здійснюватися з боку Росії. Я все-таки дуже... Тобто ви запитали, чи готові члени НАТО рішуче виконувати свої функції? Ну, ви не сказали, але я продовжую, також указуючи на статтю 5 щодо колективного захисту. Я дуже не хотів би, але не виключаю, що НАТО доведеться це доводити, можливо скоро, бо Путін нависає над Балтійськими країнами і може все, що завгодно трапитися, і може країна-член НАТО стати об'єктом прямої російської агресії. И НАТО заступится за страны Восточной Европы? А от тут вже не буде жодного вибору, бо тоді оце і буде, це буде, ну, я не хочу, як деякі інші експерти, використовувати такі прогнози, але від цього буде залежати подальше існування людської цивілізації. Якщо НАТО не виконує свою функцію, і особливо щодо колективного захисту, це означатиме те, що Москва вже не зупиниться ніде. И вот по НАТО еще вопрос Финляндии и Швеции. Вы знаете, что Турецкая республика долгое время ветировала вступление этих стран в альянс. И вчера они заявили о том, что они разблокировали этот вопрос. Более того, там даже меморандум подписали между Францией, Швецией и Турецкой республикой. Что это означает для Украины, вступление Швеции и Финляндии в НАТО? Ну, для нас, чим більше наших партнерів, вони ще об'єднані в такому потужному військово-політичному організмі, як НАТО, це для нас тільки посилення не наших можливостей, це гарантії, посилення гарантій з боку наших партнерів щодо підтримки України
Бо і Швеція, і Фінляндія, вони були тими країнами, які послідовно виступають за територіальну цілісність української держави. Вони не визнавали і не визнаватимуть спробу анексії Криму. І вони в тій чи іншій мірі доєднувалися до санкцій, які приймалися в межах Європейського Союзу. Але, бачите, вони були за межами механізму колективного військового захисту. Тепер вони там. Як я сьогодні, мені сподобалося, як десь я прочитав про те, що Путін дуже боявся десь там зменшення часу польоту ракети, яка запущена з території НАТО, там, що воно скоротиться до 5-7 хвилин, а він отримав час польоту 1 хвилину з Фінляндії до Санкт-Петербургу. Çok sağ olunuz Rifat Ağa. Увидимся завтра в это же время. Продолжим наш эфир на крымстарском языке. Коршкенч. Доброго вечора всім. Слава Україні. Героям слава. Голова Меджлісу кримськотарського народу Рифат Чубаров был с нами на прямом зв'язку. А я, к сожалению, с вами вынуждена попрощаться. Но вы оставайтесь первым крымско-татарским, потому что эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях на украинском языке. А мы с вами уже увидимся завтра и продолжим информационно-аналитический программа «Бугунь». Сайгылар хадашлар АТР или олыныз яйнымызны заман информацион программалары девам ете күнде 6 дефа эм Украина, эм Крым татар тілінде біздің мұхберлеріміз сіздер үшін сонки актуаль хаберлеріні азырлай вет тағзым етелер. Біздер есе өзіміздің аналитик программаларымызда яйнымызға қошылған мұсаферлерімізле сонки актуаль меселелерінің демек кети шатыны ве анализлеріні юзберген хаберлерінің анализлеріні yapmağa тырышамыз. Ve elbette ki bunların hepsi Kırım etrafında ola ve bu savaşın neticesinde Kırım işgalden hangi bir şekilde kurtarılacağı sualine cevaplarını kıdırmağa tırışamız. Yayınımızga koşulgan musafirler ile yarın Allah kısmet etse bu saatlerde görüşkence hatırlıyoruz.